Здравствуйте! Сегодня я научу вас нарезать мех выдры на пошив национальной шапки Алтай-Бюрюк. У нас тут готовая шкурка выдры. Окраска меха выдры сверху темно-бурая, коричневая, со светло-коричневым подшерстком. Бока светлее, брюхо серебристое, с буроватым или желтоватым оттенком. Шкурка у нас с чулком. Она уже прошла выделку, и осталось только нарезать ее для дальнейшей работы. Для начала нам надо отделить спинную часть от брюшной части, чтобы у нас получилось две разные части. Для этого сначала на одном боку шкурки обозначаем булавками линию мест, граничащих по цвету. Отмечаем в нескольких местах проколами булавки. Булавки при этом оставляем на шкурке. Ориентируясь на булавки, на тыльной стороне шкурки ставим ручкой отметки. Старайтесь не пропустить булавки. Отмечаем под лапками. И в области ушек ставим отметку. После того, как отметим места всех проколов булавки, убираем и переворачиваем нашу шкурку наизнанку. Теперь чертим линейкой сплошную линию, соединяя наши отметки. Нам осталось только разрезать шкурку по линии. Разрезаем мех, как я уже говорила на прошлом видеоуроке, на весу. Мы разрезали. Так мы разрезали шкурку с одной стороны. Теперь нам надо таким же образом разрезать другую сторону. Я начала отмечать по-другому, но вы можете применить булавки, как мы делали в первый раз. Также подравниваем линию линейкой.
Теперь разрезаем шкурку на две части. Мы разрезали шкурку на две части. Мы отделили коричневую спинку от брюшной части. Брюшной мех выдры называется öyökkamdu. У алтайцев больше ценится мех со спиной части. Считается, что он красивее и лучше. Теперь нам надо отделить хвост. У основания хвоста на шкурке есть маленький дефект, дырочка, мы ее убираем вместе с хвостом. Перед нарезкой обязательно чертите. Теперь необходимо наше изделие разделить на полоски шириной 3,5-4 см, в зависимости от густоты меха. Если мех густой и длинный, ширину можно брать 3,5 см. Если мех короткий, ширину берем 4 см. Ворс этого меха не очень длинный, значит мы можем взять ширину 4 см. Необходимо знать, что чрезмерно густая и пушистая опушка из меха выдры может не подойти к лисьим камусам с умеренным мехом. У нашей выдры не такая пушистая, мы берем 4 сантиметра. На первый взгляд кажется, что волосяной покров выдры сравнительно ровный по всему телу, но все же к шее длина ворса заметно меньше. Поэтому нумеруем наши отрезки по последовательности. Потом мы нарежем на ленточки по чертежу и соединяем все ленты по порядку в одну длинную ленту. Перед соединением лент края также подравниваем. Сначала нумеруем, затем нарезаем. Нумеруем и соединяем по порядку нумерации для того, чтобы был постепенный переход меха. Как мы уже говорили, мех от разных частей шкурки отличается по густоте и длине ворса, и к шее длина ворса заметно меньше. Хотя некоторые люди считают, что он более прочный и обладает хорошей износостойкостью. Нарезаем на ленточки. Опять же режем на весу, чтобы не срезать вместе ворс. У нас получились такие ленты. Длина первой ленты 30 сантиметров. Длина второй тоже 30 сантиметров. Теперь соединяем все ленты по порядку. К первой ленте пришиваем ленту под номером 2. Соединяем ленты. У нас получится одна длинная лента.
последующем мы просто измеряем и отрезаем необходимую нам длину. На сегодня все. До новых встреч!